Связь как? Была, есть или скоро будет. Пехота, мышцы, штаб, мозг. Это мы, нервная система. Мозг что-то придумал, а нервы должны донести до всех, что надо делать. Я розумію, за що приїхали, там, за волю і за те, щоб потім Білорусь стала вільною країною. Дроны на оптике их не было. Ждунов там сильно не было на дорогах. А то сейчас типа ждуны и оптика — это повседневность. Пехоты может быть человек 10, а забеспечивает их человек 50 в тылу. И эти 50 человек надо. Мне лично было сложно жить, вот зная, что там вот это вот все происходит. Люди воюют, люди страдают. Это сердце рэба, а сверху будут антенны и излучатели. Був трохи вперта людина. А пришел и работаю и остаюсь, потому что, ну я тут нужен. Когда связи нету, тогда все обращают внимание, что что-то не работает. А если у нас все настроено и работает, мы, по сути, ходим по гражданке и типа, вроде как и ничего не делают. Это как и мобильники. Мы привыкли, что они работают, и работают. А что не работает? Неважно. Вот когда не работает, вот тогда начинается суета. И поэтому показать, как мы работаем, работает. Знаете, как, типа, для людей, которые не знают физику, мир наполнен магией. Так и у нас. Я родился в белорусской глубинке, можно так сказать. Все как обычно, школа, колледж. Мы типа из многодетной семьи, там на всех много времени не было, и надо куда-то пойти учиться. Я пошел учиться там, где учился брат, и все просто. Когда начал появляться страйкбол в Беларуси и всякое такое, в общем, типа лес, походы, страйкбол. А стать, я еще не знаю, кем я стану, когда вырасту. Я помню, что когда я был малой, к нам приезжали российские десантники рассказывать про мужество и любовь к отечеству. И типа, что в Беларуси нету десантников? Это все закладывается, это долго. Не дай бог, что-то в Беларуси было бы. Потом мне уже сколько, 37. А в детстве мне приезжали псковские десантники рассказывать про любовь к отечеству и мужество. Ой, кем я только не работал. 7 профессий там что-то такое было. Я и железобетонные изделия делал, кузнецом работал и даже продавцом работал, консультантом одежды. Много всякого разного, в общем, профессий было. Одна из вещей, почему я тут. Потому что если тебе что-то не нравится, у тебя есть возможность, иди ты делай, иди меняй. А что если тебе что-то не нравится, и ты сидишь ноешь, что плохо. То иди меняй, ты ж не в тюрьме. У тебя же есть свобода действий, свобода выбора, ты ж свободный. На работе, рядом там, где мы работали, была железная дорога, и там шли составы с БТРами 82-ми, с российскими, и вертолеты начали летать. Будет война, не будет. Ты знаешь, что, скорее всего, будет, но ты хочешь найти какое-то оправдание и сам себя убедить, что не будет. Потому что в современном мире развязывать полномасштабную войну с танками, с ракетами, это же вообще капец. И ты пытаешься сам себя убедить, что, а может, не будет, а может, все-таки не. Они ж не настолько тупые. Это ж капец. Опять, что? Не может быть. Когда началось, уже было понятно, что это надолго. Украина просто так не сдастся. У меня была жена, и мы, получается, вместе с ней уехали в Грузию. А она не очень сильно это все дело поддерживала. И из-за того, что я был женат, вместе с ней поддерживал ее, я оставался. А как только появилась возможность, мы расстались, я сразу уехал. Меня больше ничего не держало. Получил визу и через Польшу, через белорусский дом сюда приехал. И я приехал в Украину в июне или в июле 23-го года. Я еще когда был в Грузии, пока был, отношения там начались портиться, и я такой думаю, все, надо, я не знаю, когда это все закончится, но уже надо собирать все. И у меня уже там, я отправил анкету, меня уже оформляли, И с полком просто проще, там сопровождение постоянно. Подаешь запрос, анкету, с тобой общаются, говорят, когда дата, прочее. Они везде на слуху были, и я написал, мне сразу ответили. Тезка, это когда мы ехали еще из Польши в Украину, и общались, и выяснилось, что у нас 3 человека с одним и тем же именем. И так, тезка, все, будешь тезка. Так и получилось. И позывные, они сами возникают из откуда-то.
из откуда-то и непонятно почему. Если ты назвался Терминатор 3000, ну, будь Терминатором 3000. Докажи, что ты Терминатор 3000, а я просто тезка. Сразу в медгруппе работал с БТРами, с хлопцами. У нас там было пару задач, пару выездов. Я был в страхующем расчете. Мы сидели на позиции, должны были выехать, но там дали отмену, короче, мы не поехали. А до этого ребята выехали, хорошо отработали. А потом я сорвал спину, и, получается, надо было что-то чуть-чуть полегче. И пошел в связь. Я в Беларуси служил тоже связистом. Там хорошие ребята, которые все научили, рассказали, показали. Я сходил на курсы тут по месту. Прошел курсы. Ну и ты, получается, ты постоянно развиваешься. Тут постоянно все развивается, меняется. Если ты выпадаешь там на полгода, все, ты уже отстал. Надо опять вникать. База как бы есть, а некоторые нюансики, они появляются, и что-то уже делается по-другому. Если вы раньше делали так, то сейчас делается так. И если раньше, типа, в 23-м дроны на оптике их не было, ждунов там сильно не было на дорогах, то сейчас, типа, ждуны и оптика — это повседневность. Дороги, где ты постоянно ездишь, ты постоянно люди смотрят на дорогу, потому что там ждуны, мины, еще что-то. Раніше було попроще. Перший раз я побачив тьоску, коли приїхав сюди на службу в Запоріжжя весною. До мене нормально віднесли з розумінням, тобто почали навчати, тому що на навчанні ти отримуєш тільки базовий курс, а тут багато нюансів. Все нормально, все, чітко, весела людина. Та ні, ми тут робимо одну справу, і я навіть, якщо чесно, ніколи не задумувався і ніколи в мене не там виникало якоїсь думки. Та й взагалі я, в принципі, ніколи там не в себе не проматую в голові, що хтось там іншої нації, чи там. Я наоборот навіть благодарен більше, що вони приїхали сюди захищати навіть не свою країну. Я розумію, за що приїхали, там, за волю і за те, щоб потім Білорусь стала вільною країною. Зараз, коли він там прийшов після лікування, мені це не подобається, що він вічно хоче щось, зробити роботу ту, яку йому зараз не потрібно робити. Я стараюся цього його берегти як можна, але щось погано виходить, звісно, бо він трохи вперта людина. Да. Все. То залазь, я попадаю. Контакты не любят ни грязь, ни воду. Помехи будут. Фигово будет проходить сигнал и прочее. Мы когда учились на связь, у нас был тестовый выход, когда типа экзамены, грубо говоря, сдавали. И там у кого-то вот этот контакт упал так на землю. А зима... Скай, подожди, не тяни. Зима, он упал на землю, и тут чуть-чуть снега было, и он такой берет и дунул в него. А холодно ж на улице, а он металлический. И там конденсат собирается, и прямо побежало по ушам. Ты что делаешь? Видишь, есть специальная пипеточка, чтобы так фук-фук пообдувать холодным воздухом. Ты ждешь теплым, а она холодная. Подул, конденсат, влага. Все, не сдал. Тебе помочь там как-то? Да, тяни. Угу. А ему уже каюк. Но это ж уже не сейчас, это ж уже давно. Кто поломал антенну? Не знаю, мне это работало. Что, связь работала? Ну ладно. Я тебе такую и дам тогда. Давай потихоньку грусти.
может происходить все, что угодно. Ну, грубо говоря, у нас построена сеть, да, и вот она работает, все, связь есть, у всех все хорошо. Но это запитка от электроэнергии. Мы зависим от электроэнергии, мы зависим от интернета, и все это нужно поддерживать в рабочем состоянии. Света нету, надо генератор. Генератор надо бензин. Вчера ночью вот была миссия узкая, они возили бензин. Оно как бы безопасно, но не совсем безопасно, потому что там километров 15, и там тоже типа и ждуны, и перелеты, и прочее, прочее. Работу нашу видно только в начале, а потом, когда мы все настроили, мы просто сидим, создаем радиостанции, там перешиваем радиостанции, что-то такое. Основная, вот когда уже вся сеть построена, все работает, мы рэп. Рэп — это основное. С машины на машину, потому что машины ломаются, по машинам прилетает, тебе надо поехать с одной машины снять, потом переставить, планы тоже меняются. Если начинается активная движуха, ты, да, можешь по 4-5 часов, по часу поспать. Постоянно надо что-то делать, снимать, переставлять. В основном с техникой работа начинается, когда активная. И на технику установить, с техники поврежденной снять, переставить на новую. Как говорил Ваня Брест, поздравляю, дамы и господа, у нас опять все перебилось. Мы ездили выставлять оборудование, и так получилось, что самая первая позиция, она была довольно близко. Ну, туда еще было плюс-минус, типа, безопасно, и мы поехали выставлять оборудование. Ну, мы на пикапчике залетели, там быстро все свои дела сделали и поехали обратно. А рядом проходила автомобильная дорога, по которой пленный шел сдаваться. Ну, он еще был не пленный, но он уже шел по дороге сдаваться. И мы об этом узнали только когда мы уже приехали обратно, нам говорят, что типа вот там рядом с вами шел в плен, типа, чувак сдаваться. И ты даешь такой, типа, знали бы, поехали, взяли, типа, связисты пленного привезли. Это была бы история, конечно. Машины создавались не для той войны. Рэп не придумывался. Приходится что-то придумывать, изгаляться, хорошо либо нет. Так, сюда. Но я считаю так, что если ты можешь помогать, бери да помогай. Если ты просто хочешь балаболить, ну, то иди и балаболь. Но мне это не нравится, это всех бесит. Если у тебя есть возможность что-то делать, помогать, и ты хочешь, место найдется везде. Надо заправлять машины, надо обслуживать машины, надо еще что-то, склад, надо, все нужно. Везде нужны люди, не обязательно в пехоте и типа на передовой. Пехоты может быть человек 10, а обеспечивает их человек 50 в тылу. И эти 50 человек надо. А пришел и работаю и остаюсь, потому что, я тут нужен. И типа, мне лично было сложно жить, вот зная, что там вот это вот все происходит. Люди воюют, люди страдают, а ты просто живешь свою лучшую жизнь, и типа у тебя все хорошо, ты там устраиваешься, да, я уже там теоретически, у меня бы, возможно, уже и квартира была там в Грузии. Ну, директор был плюс-минус хороший, ты работал хорошо, мне поднимали зарплату, уже и на права меня отправляли учиться, и вид на жительство делать, документы. То есть, в принципе, я там мог себя хорошо чувствовать. Но в то же время там у нас была женщина-украинка, которая работала. Ну, и все эти новости проговариваются, у нее что тут родственники, она созванивается, и ты все про это смотришь, такой типа, ну, а что я? А я тут живу, работаю. Ну, да, жалко. Я бы помог, но я не знаю как. Ну, что значит не знаю как? Пожалуйста, я знаю как. Приходите, я расскажу, как помочь. Типа, ты даже можешь с автомата пострелять только там, на учебке или еще что-то. Не переживай. Типа. Я покажу, где помочь, где надо. Что? С предыдущей машины сняли. Устанавливаем тот же рэп на Хаммера. Будет у нас Хаммер с рэпом теперь. Давай, чуть назад, нам надо будет управление. Да. Да и модуляж все. Так. Это сердце рэба, а сверху будут антенны и излучатели. Сейчас. Посыпаем его быстро. Вот такое.
Так, есть, все. Сейчас мы идем за антеннами, размещаем антенны на крыше, скидываем сюда провода, подсоединяем, и все. И вперед. Я считаю, что все эти там разговоры, там, перемирие, не перемирие, это больше подрывает моральный дух. Человек может начать рассчитывать на это, еще что-то, немножко там расслабляться. И я считаю, что это все надо оставить для политологов, там, диванных экспертов, пускай они рассуждают. Мы тут должны каждый день делать свое дело. Не ждать, когда будет конец. И не рассчитывать, что вот через неделю они поговорят, а через 2 недели будет перемирие. Нет. Ты все время делаешь свою работу постоянно, максимально, как ее надо делать. И не слушаешь там эти разговоры перемирия, не перемирия. Когда придет наказ со штаба, что все, конец войны, тогда конец войны. А ты в этот момент мог готовить машину к боевому выезду. А тебе говорят, все, конец войны. Вот тогда все, тогда будет конец войны. А вот это вот что, типа, ой, может там не надо, а может это не надо, уже ж там типа перемирие, может договорятся. Да все это брехня. Мечта после войны. Я хочу какой-нибудь хутор, не знаю, что-нибудь подальше где-нибудь в деревне. Просто дом какой-нибудь, чтобы недалеко был какой-нибудь водоем и много собак. Чтобы собаки бегали по территории большой. Ну, я не знаю, правда, неправда, как сказал Курт Кобейн, что котиков люблю, собачек люблю, мышек люблю, людей, сука, ненавижу. Бегают все агрессивные, что-то кричат друг на друга. Ни одна собака не развязала войну.